Испытано на себе. Еще немного нам осталось до Волгограда. А завтра мы доезжаем до Ростова. И в принципе все по дороге у нас как бы мы заканчиваем. Семен Семенович монтирует видео. Вторую часть. Она пойдет после Улан-Удэ. А потом не знаю, сколько еще частей у него будет. Потому что нам еще снимать и снимать. Петрушка играет. Анна за рулем. У меня выходные. Нам осталось до 145 километров до Волгограда. Ночуем, отдыхаем и завтра в Ростов. Что, уже вечереет? Аня за рулем. Петя с Еськей отдыхают. Я уже ногой задел люк, который не дотянулся. На улице жара, тут уже тепло. Не то что тепло, прямо аж жарко. Ну а мы едем, нам тут осталось чуть-чуть, совсем 100 километров буквально до нашей гостиницы. А ночевать мы будем сегодня просто в замечательной гостинице на самом Мамаевом кургане. Правильно я говорю? Рядом, в городе Волгограде, рядом. Это называется Сталинград, эта гостиница. Вот. Стилистики Сталинграда и со Сталинграда. О, Петя меня только что поправил. В общем, мы едем в очень большом ожидании. Вот говорят, да, что на Дальнем Востоке дороги плохие, что-то там, как на Якутию повернешь, так все плохо. Да ничего подобного, там хотя бы едешь и едешь, а тут какой-нибудь начальник колонны встанет, правильно его называют? Начальник колонны, да, который вот в самом начале едет, грузовик какой-нибудь. Фур тут просто очень большое количество. А в таких вот узких дорожках, которые идут примерно там по 200-300 километров, где везде сплошная, поворачивать нельзя и камеры стоят. Ну, то есть обгонять нельзя, стоят камеры, и вот один кто-нибудь полепется. И едем мы со скоростью 60 километров в час при разрешенной скорости 90. Вон они. Колонной вот так вот идешь часами. Смотрите, радость пришла. Ну, они вышли, никто не уходит. Хотя бы кого-то сделать надо. О, КамАЗ ушел. Отечественный автопром обгоняет, все нормально. Ну вот так вот едем и ждем расширения полос, чтобы объехать один грузовик. А дальше вот так вот. Идем. О, стоим. А говорят, у нас в Якутии плохие дороги. О, а как у нас впереди оказалась какая-то другая машина? Аня шустрит, обгоняет. Вот. Полоса вот такая вот открывается. Когда обгон разрешен, чуть-чуть, совсем чуть-чуть, отрезок буквально по 200-300 метров. Аня настолько профессионально уже стала водить машину, что она успевает даже всех обгонять в эти короткие участки. Хотя вон местные едут на ладах всяких, не исполняют так, как Аня у нас делает. Но он учитель, потому что хороший. Все законно, в соответствии с правилами ПДД. Отпустил там их всех. Да нормально, что там вылазь немного, посмотри. Да, у нас навигатор показывает, что мы к Волгограду прибудем в
8 часов 18 минут, через час 30. Осталось всего 79 километров до нашей гостиницы. Аня прямо в ожидании, каждые 5 минут посматривает на этот навигатор. А как тут не смотреть, тут едешь, уперся вот так вот в грузовика, сплошная слева, ни обгон, ничего не сделать. И вот едешь и смотришь, навигатор, грузовик, навигатор, грузовик. Петя вот сзади сидит, смотрит и подсказывает, как штурман. Растормаживается. Давай, Влад, чуть-чуть. Ходи. Что, успела же, да? Тут, друзья, стоят везде камеры. Мало того, что необходимо успеть выехать навстречу, обогнать, а потом еще во время прерывистой обратно зайти на свою полосу. Иначе там внизу стоят гаишники, камеры и тому подобное. И штрафуют. Там лишение права, либо 5000 рублей. Вон там уже Волга и светятся на той стороне огоньки города Волгограда. Мы опять стоим. Ремонт дороги. Тачка у нас самая грязная, наверное, по трассе. Мало того, что пробки в этой дороге, даже не пробки, это пробками сложно назвать. Это просто долгая и нудная езда в жару. Еще и тут ремонт дороги, красный свет. Это перед въездом в Волгоград. Ну как въездом, 50 километров еще где-то. У нас машина не мылась 12 дней. Говори. Мы ее еще не мыли, кроме лобового стекла. Вот это вот. Вот, обратите внимание, это мой друг Джонни, букашка из города Якутска. Вот этот маленький конфликт. Он из первых. Он был из первых. И заправка орет всю дорогу. Говорит, заправляйся, говорит, потом деньги заноси. Сейчас везде такие заправки. Но колонна собралась. Все хотят домой, в Волгоград. Кто-то хочет просто посетить Волгоград. Стоимость бензина 54 рубля 73 копейки. Это один из дорогих бензинов на трассе. Потому что встречался 51. 50 даже. О, а что это? Вроде центр, да? Ты проехала ровно 1000. Тотали. Вот она, красавица. Мы забронировали вот этот вот отель Сталинград прям на Мамаев кургане. Это прям Мамаев. Что ни на есть. Вот люди туда ходят, гуляют. Сейчас и мы пойдем. Аня? Ну как ты? Нормально. Ань, ну ты первый раз в жизни проехала 1000 километров, да? Или Да. ты? Не, я ездила. А, до этого ездила? По России я не ездила. А что ты делала? Перегоняла машину? Да. Так ты, оказывается, перегонщик со стажем. Ага. Ну и как тебе сейчас проезд? Ты проехала ровно 1000 Ага. Где-то 1000, наверное. до Толедь. Тяжело. Ну можно, да? Можно. Ну, мы с ветерком очень легко и просто, на самом деле, добрались до Волгограда. У нас небольшой отрезок пути, где-то 200 километров, 300, может быть, был очень плохой.
подъезд к Волгограду из-за того, что были большие фуры, которые очень медленно ехали, и объехать было невозможно. Ну а так, в целом, друзья, мы в Волгограде и идем сейчас заселяться в аутентичную гостиницу «Сталинград». Все, классная гостиница, да? Вообще, ты что? Смотри, как вообще. Ну, массивная такая. А во сколько смена коровья? Каждый час где-то с 9, по-моему, начинается. А вот этот круглый зал, который внизу находится, он к посещению сейчас можно? Вы имеете в виду Он кафе? заход нет, он Нет, там точно. что-то Такой какое-то павильон был, Да. огромное работное здание круглое. Или зал славы? Зал. Пожалуйста, все открыто. А, да ты что, все, Да. мы сейчас все посетим. Ну как же мне? У вас поменьше не Круто. будет. Мы сейчас пойдем смотреть Я могу вам весь 900 перевести. этот монумент. Пока заселяемся. Так, мы идем в наш номер. Мы даже не думали, что прям в центре на Кургане какие-нибудь отель, потому что Ребята, я хотел сказать вам, что этот заранее начали отель находится вообще прямо на самом кургане. То есть вот вышел, и вот она, родина мать. Сейчас пойдем смотреть. Но перед этим смотрим наш номер. классно. Да, тут вот открывается душевая. Спасибо. Вообще очень тихо, спокойно. У нас в отеле очень тихо. Слышно, О, дай-ка посмотрим. О, замечательно. Может душ принять быстренько? Или лучше потом придем? Но если вы покушать, О. наверное, вы уже... И это моя кроватка будет. Марта там работает, Я буду как спать она внизу. может вас- На маленькой кроватке. Но ничего, зато в центре города Волгоград. Ночью настолько красивее, наверное, все выглядит, поэтому... Туристическая дестинация Российской Федерации. Работает, так работает, значит, ночью будет работать и днем, и ночью, когда хотите. Можно зайти посмотреть. И вот мы потихоньку идем при вкушении на этот прекрасный монумент. Тут классный парк, все зеленое. Так, друзья, Мамаев курган. Мы гуляем по Мамаеву кургану и направляемся к знаменитой статуе. Петь, мы пойдем на знаменитую статую сначала, да? Да, потом будем спускаться, наверное, в аллею памяти, по-моему, как она называется, как-то так. Сначала сходим, в общем говоря, на памятник, а потом пойдем посмотрим внизу на аллею памяти. А, она огромная! Есеня! Как тебе? Вообще, говорит, непонятно. У нас Есенька еще пока не видит, не понимает, о чем идет речь. Ну, просто грандиозный памятник. А тут лесенка. Народу просто большое количество. Просто жестко огромный памятник. Ребят, ну это не передать вот через камеру. Просто идешь и аж на дрожь бросает от величия. Такого памятника. Угу. Это, короче, не передать вообще словами. Я был здесь, мне было 5 лет всего. И это второй раз на жизни. Я здесь. Ё-моё, это у него платье такое. Сейчас будем обходить. Вот это подошва
память. Слушай, меч выкованный на Урале, походу, поменьше размером. Ну, 15 метров и 85 метров. Надо же поменять. Ну, вот оно, продолжение триптиха, да? Да. А тут что, Германия, на котором ты бывал? А тут что в Германии он поменьше. Он поменьше, статуя меньше. Ну, тоже большая статуя, но меньше. Я там был в детстве же, поэтому как бы, для меня там было просто, ничего себе, какой большой. Но он там в центре Трептов парка, да, он там возвышается, его видно. Но не такой он здоровый. Как ощущение? Я просто дар речи потерял, стою, смотрю. Моя мечта исполнилась. Я наконец-таки попал на памятник Родина-Мать. Это моя мечта прямо с детства. И наконец-то я посмотрел весь монументальный ансамбль. Меч, выкованный в Магнитогорске, поднятый Родиной-Мать в Волгограде и опущенный в Берлине на Трептов парке в честь освобождения немецкого ребенка от фашизма. Смотри, как завораживаешь. Камера не передает. Просто душевно. Вообще супер. Испытано на себе. Утро в городе Волгоград, по-другому Сталинград. Мы здесь начинаем утренний обзор Мамаев кургана и великой статуи Родина-Мать. Вечером вчера прошлись, посмотрели, были просто в шоке. У меня просто даже слов нет от величия такого монумента. Ну а так мы сейчас начинаем подъем по лестницам к Мамаев кургану. Количество лестниц здесь ровно 200 штук. Это соответствует количеству дней битвы за Сталинград. В целом под Сталинградом произошла в годы Великой Отечественной войны крупнейшая сухопутная битва, унесшая жизни более чем 2 миллионов человек. И победа советского солдата над
фашизмом именно в Сталинграде, привело к тому, что была проложена очень долгая, но победоносная дорога на Берлин. И вот в память этих событий здесь, на Мамаев-Кургане, поставлен такой монумент, просто великий монумент «Родина, мать зовет». Как я уже говорил, этот монумент является одной из составной части монументального ансамбля, состоящей из 3, скажем так, памятников. Это тыл фронту в Магнитогорске, где мы уже были, «Родина, мать зовет», и, соответственно, в Берлине воин-освободитель. Мамаев-Курган представляет собой захоронение более чем 34 тысяч советских солдат, оставивших свои жизни в годы Великой Отечественной войны именно здесь, в битве под Сталинградом. Потому что, по времени, во-первых, сейчас мы тогда ждемся, пока в 10 откроется ресторан позавтра. Целая история, да? История. И что, поднимаемся на саму статую Родина-Мать. Она просто огромная, 87 метров. И если посмотреть на меч, вот меч 15 метров только один меч в высоту. Это тот самый меч, который был выкован на Урале и стоит, представлен в памятнике тыл фронту. Тот самый меч был поднят Родиной-Мать в Сталинграде. Нельзя, короче, по зеленке ходить. Типа ты сразу руку иди с могилы. Друзья, наша экскурсия по Волгограду продолжается. Мы побывали на Родина-Мать, и вот сейчас заехали посмотреть на мельницу, старую мельницу времен Великой Отечественной войны, разрушенная мельница Гергарда. Мы и не думали, что сразу в одном месте будет дом Павлова и мельница. Как она связана с мельницей, по-моему, она не похожа на мельницу просто. Поливали уже с утра, видимо. Указы. Голубые ели. Старинный фонд. Наш залепленный мухами автобус. Классный город Волгоград. Он же Сталинград, он же Царицын, по-моему. 2 раза переименовывали.
Мельница это вот эта, наверное, штука была. С этой стороны поезд старинный стоит. Истребитель. Тут ведется реконструкция шпиля. Шпиль тоже высокий. Причем очень высокий. Наверное, как родина мать. Танки. А вот техника. Техника здесь вся. Наша экскурсия по Волгограду продолжается, и мы вот сейчас посетили мельницу Гергарда. Это старинное здание, руины, вернее, здания, которые сохранились, вернее, их специально сохранили, чтобы показывать людям, как жестоко происходили бои в Сталинграде. Ну что, мы на реке Волга. Друзья, мы находимся на реке Волга. Походили, сейчас погуляли с утра по памятникам, по памятным местам именно Великой Отечественной войны. И теперь пришли непосредственно на берег. И я обязательно должен искупаться здесь. Это будет, скажем так, конечная точка. Я, получается, поставлю точки и искупаюсь на всех крупных реках России. С Дальнего Востока в центр. Да. Немного есть водорослей, но это не помеха. Главное, чтобы вода теплая была. Вода-то теплая, всякая теплая. Настоящий пляж вон на той стороне. Туда объезжать по мосту, вот по вот этому. Сколько времени потратим, неизвестно. Вода теплая, прогретая. Ну ты дальше, туда проходи, дальше водоросли. Они там недалеко. Оно там недалеко, по-моему, да? Что, водоросли закончились? Просто очень много водорослей. Но очень много рыб, кстати, между прочим. Значит, река, в принципе, более-менее чистая. Ну, а я поставил галочку, искупался в реке Волга. Ну и дальше мы едем в сторону Сочи. Оставайтесь с нами. Телеканал Якутия 24. Испытано на себе. Испытано на себе. Мы едем по дороге в Краснодар, не доехали еще до Ростова. И тут такая жара стоит, окошко открываешь, прямо заходит горячий воздух. Я вот сижу и думаю, может быть, стоит одеть пуховик, чтобы сохранить температуру тела. Петя вот нашел лайфхак. Это, Петя, объясни-ка, что ты там сделал? Это мокрая тряпочка на голове. Ничего такого умного нету. Петя знает, Петя плавал, да? Да. Ну, сейчас, может быть, какая-нибудь река будет или водохранка. Я, наверное, прям в одежде нормально, если такое дело будет. Но если нет, то будем ехать париться.
По дороге остановились на сельскохозяйственной ярмарке. Тут ферма Бахче, да? Арбузная ферма. Ты не тоже посмотрим. Арбузы вот растут. Да ты чё? Двини по краям. Да не по краям. Пойдем. Смотри. О, вот они. Вот так, друзья, растут арбузы. Смотри, как они зарождаются, прикольно. Какие малюсенькие такие прикольные. Пойдем, тут большие. А, вон они лежат. Растут вот так вот, на земле прямо, да? Да, вот так они растут. Ох, большие. Просто так валяются. У меня мать рассказывала, когда они в советское время, я даже не помню вот сейчас каким образом она оказалась, но она оказалась на полях вот так вот, по-моему, в Казахстане. Студентами еще ездила отдыхать. И они говорили, что прямо очень много арбузов лежат на поле, и просто ходишь, выбираешь самый большой, ломаешь его, пинаешь и съедаешь только серединку. Я всю жизнь хотел сделать именно так. И теперь, по ходу дела, есть такая возможность. Как думаешь, нас ругаться не будут? Нет, я ему сказал, можно разбить арбуз? Он говорит, можно. О, вообще круто. Сейчас пойдем исполнять мою мечту. Мой самый любимый, вид еды. Это арбуз. И теперь у меня есть счастливая возможность, у нас, вернее, есть счастливая возможность прямо взять и сломать его и съесть только серединку. Пошиковать. А почем арбузы здесь вообще? Ты спрашивал? А он сказал, как и везде, 25 рублей Ага. за килограмм. Говорит, в пятерке там какие-то, они левые какие-то там, непонятно откуда. Поэтому там в пятерке 16-10, по-моему, были, вот мы сейчас заходили. Ага. Дешевле, чем у них. Ну, по 25, так 25, вот только здоровый. А вон там еще больше, по-моему, лежит. У нас идет тщательная сортировка, классификация, выборка. Выборка правильно называется. Выборка больших арбузов, чтобы распинать их. Он говорит, что еще дыни здесь. Или вот, да нет, это арбуз. Не, мы до дынь доберемся. А что, давай вот этот сломаем. Так, ну что, друзья, смотрим арбузик. Вот. Ничего такой, да? Да нормальный, здоровый вроде, да? И что, его прямо здесь ломаем? Ну, конечно. А бить-то об что будем? Об асфальт? Ну, прямо бах, здесь. Здесь ты, наверное, об землю-то не разобьется, наверное. Давай об асфальт сначала. Давай об асфальт. Давай здесь. Вот. Так. Открываем. Кстати, арбузики, момент истины. Да он крепкий, тут об землю не разобьешь. Конечно. Тащи его туда. Пойдем к дядьке и спросим, как его проще разбить. Он, он наверное, знает. И потом дыни пойдем смотреть. А это что за сорт? Эфиопка. Эфиопка? Эфиопка. А где мы разобьем так, чтобы не мешать потом? Некрасиво же. Да, ну давай куда-нибудь, чтобы это. Давай. Ну все, попытка номер 2. Как нас и предупредили. Вы взяли, выбрали не спелые. Да? Но мы люди неопытные. Поэтому спелые мы у него купим, а не спелые разбили. Ему только на руку, что все не спелые покупается. Вот таким вот образом ломают арбуз, кушают только середину. Дальше. А он все равно вкусный какой-то, слышишь, сладкий такой. Нормально так. Слушай, я не видел, что было белый, крахмальный и вкусный. Вот прям вот так берем. Семена здоровые, видишь какие? Вот так, семена дын-дын-дын-дын убираем. И пробуем. Угу. За собой, естественно, убираемся. Прикол приколом, а убраться надо. Нормально такой. А как так он сладкий-то?
Белый, но сладкий. Он белый, да? Прям белый-белый. Он еще не спелый. Нам так и сказали, что зря. Да, было. а вот это вот все вкусно такое вообще. Сладенькое. Слушай, да я вкуснее не ел, походу, ему. Вот даже белый вот такой. Надо брать спелый. Да. Дыня, она изначально тоже зеленая. Вот это сорт эфиопка. Вот они растут. Они Как потом- арбузы, да, выглядят? Да, выглядит как арбуз. А потом такой желтенький становится. Привычный нам желтый цвет. А так, а вон они. А, вон желтенький. Ну-ка. Тут у них все подряд. Арбузы, дыни в одном поле. Да, одна вон даже подгнила, видимо, это. Кто-то ее размазал. А, такие же, как мы, видимо, пинали тут ходили. Вон желтый. Вон. О, тоже сгнило. Ну, это вот уже переспел, походу, слышишь? Он не успевает собирать. Ну круто что? Пойдемте. Ну все, еще одна мечта исполнена. Я попробовал разбить арбуз. Правда, он был не спелый немножко, но ничего страшного. Главное ощущение само по себе той самой дозволенности, когда ты можешь взять, разбить арбуз, середину сожрать, съесть, извиняюсь, и двигаться дальше. Здесь они очень дешевые. В среднем цена, говорят, 25 рублей. Но можно найти на самом деле дешевле. Типа с желтеньким он вкуснее, да? А по-моему, тут без разницы. По-моему, все вкусно. У нас тут несколько сортов, видите, вот такие, как у нас. И есть такие вообще прям зеленые-зеленые. Как воздушные шарики. Может, что-то из них? Вот этот сорт называется, наверное, обычный. Не, это Таристан, а это Мулат называют. Мулат? Мулат. Ну, как там смешно-то? Арбуз можете забирать. Ага, сейчас Видите, как дешево? Тут получается арбуз и дыня в 295 рублей. Всего лишь 300 рублей. Это даже не бутылка сока. Для этого региона, Семен Семенович, это не дешево. Это для нашего региона очень дешево. А скажите, пожалуйста, как правильно выбирать арбуз? Вот, хороший арбуз. Ну, с поля, что ли? Нет, у нас вот на рынок просто привозят. У нас Ну вот нет полей. вы сейчас же что-то там постукали, там именно вот выбрали вот этот вот, который нам Нет, дали. вот должна же быть Как- типа желтая штучка вот эта, да, значит? Да, да, белая. желтая должна быть. Ага. И на стук. Желтый. А на стук что должно быть? Глухой, да? Глухой хоть и- Ага. Жара невозможно. Вот надо обливаться водой в дорогу. А оно, главное, высыхает, наверное, минут за 15-20, да? Масло вращает. Окна открыты, ветер дует. А ветер отсюда, там 40 градусов, все, наверное, все 40 залетают прямо в кабину машины. Фу, жара. Испытано на себе.